Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату, брат Мухаммад Собир Абдул-Кахор у нас в гостях. Наверное, с темой вы уже знакомы, знаете, о чем мы сегодня будем разговаривать. И прежде чем начать, вы, как никто другой, прекрасно понимаете реалии в Российской Федерации. И Изатамон он не первый, и, возможно, Изатамон он не второй. Я могу здесь говорить про многих активистов, именно оппозиционных активистов, но сегодня было бы хорошо, если мы будем акцентировать свое внимание на тот момент, что уже не первый раз граждане Российской Федерации продают другому государству, граждан Российской Федерации. Я думаю, если будет правильно и разумнее акцентировать наше внимание именно на этот тонкий и важный момент, на мой взгляд. Пожалуйста, ваши мысли и ваши комментарии, брат. Алейкум салам. Брат Вайстин, естественно, по поводу, что происходило с Изатом Амонов, я думаю, что не стоит говорить о нем, так как его все знают. Он помогал гражданам Таджикистана и, естественно, как вы сказали, и другим гражданам, которые попали в трудную ситуацию из рук бандитов, так скажем, и сотрудников разных органов Российской Федерации. Естественно, он никогда не был оппозиционером. И даже я помню его выступление в ОБС, он сказал, что я принимаю те обвинения, которые в сторону оппозиционеров, так как группа 24 была объявлена экстремистом, прокуратура, Генпрокуратура Республики Таджикистана даже и это поддерживала. В основной его деятельности были в направлении, так скажем, прямо, да, в поддержку правительства, то, что правительство Таджикистана должно закончить, помогать собственный народ, это Изатамон, как скажем, он совершал. То есть облегчал их работу. Но, согласен с этим. Но у него понимания были другие по отношению нынешнего правительства Таджикистана, что можно с ними сотрудничать и что-то изменять в лучшую сторону. Понимаете? А именно с этим правительством есть только один путь. И этот путь, который мы выбрали в 2014 году, только я не побоюсь высказать это слово, свержение этой власти. Уважение каждого человека, как говорится у нас в народе, появляется с его собственного дома. Как с ребенком, с членом семьи относится к его собственному, у него в доме, и также народ будет обращаться к нему. Смотрите, мы, граждане Таджикистана, у себя на родине не имеем никаких прав, что касается и конституционной, и религиозной, и семейной. Даже сегодня лишало нас все. Мы не можем назвать своих детей так, как мы хотим. Они назначат, они напишут в своих книгах, как мы должны назвать своих детей. То, что у нас не оценивает, то, что у нас нет уважения в других странах, это первоначально исходит с правительства Рахмона, с этого диктаторского режима. Если у нас были бы уважения у себя на родине, я абсолютно уверен, что и Российская Федерация, и в других странах относились к нам с уважением. А что касается, это был 2 мессенджера для людей, которые до сих пор думают, что с этим правительством, с рахмоновским правительством, можно что-то решать для улучшения жизни собственного народа. А те люди, я надеюсь, что те люди, которые у них были мысли такие, они уже передумали, что только есть единственный путь. Для того, чтобы наш народ поднял голову, надо и обязательно надо свернуть нынешнюю власть. Я не побоюсь это слово сказать. Потому что до сегодняшнего дня все политические деятельности, политические партии, отдельные люди, которые хотели что-то изменять, они перепробовали все. Остался единственный путь, чтобы наш народ наконец-то дышал свободно.
А что касается депортировать и лишать гражданства из-за ОМОНа во благо диктаторского режима, это, как бы тут подчеркнули, это не первый случай. И не последний, этого запомните, это и не последний. Потому что... Мамат Собир, что вы предлагаете сейчас, исходя из опыта своего личного, возможно? Как вы считаете, как подойти к этой ситуации? Какой посыл нужно дать народу и нашим землякам? Как они должны сработаться? Как они должны действовать в поддержку Иззат ОМОНа? Куда обращаться? Каким образом они это должны делать? Ваши мысли на этот счет? Вот знаете, первый комментарий, то, что в СМИ проскочило по поводу обвинений Иззат ОМОНа, то, что в нарушении миграционной службы, какие-то нарушения, там, которые караются только штрафом от 5 до 5 тысяч. И никакой выдворения. А если это соответствует действительности, если на самом деле это есть, а те судьи, которые вынесли приговор о выдворении Иззат ОМОНа, они поступили по законодательству Российской Федерации как бы противозаконно. Можно это, с этими, вот взять с этого точка, как скажем, ошибки, которые они допустили, можно обращаться к высшим структурам Российской Федерации. И также наши граждане могут выйти возле консульства Российской Федерации. Это я еще раз подчеркиваю, чтобы они согласовались с властью. С властями страны, да, где они находятся, правильно? Да, да. В стране может консульство, посольство, они должны согласоваться, так как у каждого государства есть определенные законы. Например, в европейских странах там не нужны только предупреждающие, они смотрят соблюдают, чтобы никаких драк, никаких недоразумений не было. А в Российской Федерации свои как бы законы. Вот я предлагаю, чтобы они боролись за права Иззат ОМОНа, потому что сегодня завтра может быть любой другой гражданин Таджикистана. Еще второе, то, что я хотел донести до народа, который сегодня старается получать гражданство Российской Федерации с таким намерением, что они будут жить в России как граждане. Они должны забывать об этом. Никогда они не станут российскими гражданинами, никогда они не будут в безопасности в этой стране. В любое время могут их лишать и выдворить, обвинять их во всех существующих и несуществующих обвинениях. Естественно, в этом случае, как же комментировал ВКД Таджикистана, Министерство внутренних дел, то, что обвиняется в вымогательстве. А если вы помните, вышел такой видеоролик, точно в тот же день, когда был задержан Иззат ОМОН. Да, я в ходе видеоролика, в ходе нашего эфира обязательно, возможно, покажем тот ваш пример, который привели, заранее подготовленный сценарий и видеоролики. То есть, чтобы вы понимали, кто не знает, возможно, у нас есть гости из других стран, русскоязычные, кто не знает систему вообще этого диктатора, то есть по какой логике они действуют. Каждого, кого хотят они обвинить, находят каких-то лжесвидетелей, которые или очевидцев, или же пострадавших, в кавычках, людей. И на фоне елки, в прямом смысле этого слова, они как бы, да, снимают некий фильм или некую постановку, в котором тот или иной гражданин заявляет что-то против того же Иззат ОМОНа или того же Вайсидина или Мухаммад Собира Абдукаора, так как они критикуют действия властей Таджикистана. И это становится поводом для того, чтобы уже на следующий день ВКД или МВД, как вам угодно, открывали или возбуждали на того или иного гражданина уголовное дело. Как это было, кстати говоря, с Иззатом ОМОНом. То есть за день до похищения или задержания Иззат ОМОНа, значит, мы, да, были свидетелями этого видеоролика, где какой-то непонятный человек говорит, что якобы Иззат ОМОН
его обманул или взял у него какую-то сумму денег и не дал обратно, что-то в этом роде. То есть шили дело, придумали дело и построили чисто на одном видеоролике целое обвинение, и сегодня ему выносят вот по этому делу. То есть дело по мошенничеству, типа он кому-то был должен или у кого-то взял деньги и не выплатил ему эти деньги. То есть это классика жанра для властей Таджикистана, это все должны понимать и знать. Но также хотел вас спросить, Мухаммад Субир, ваш коллега и друг, товарищ Мухаммад Махсуд Ибрагимов. Мы знаем, что у него также было гражданство Российской Федерации. То есть мы также помним, что задним числом буквально после нападения на него, ножевое нападение, то есть покушение на убийство, когда он посмел выжить, его завозят, значит, в прокуратуру, там ему аннулируют гражданство, и оттуда же его упаковывают и отправляют в Таджикистан. Можете поделиться нам этим опытом и вообще этими деталями, так как это также гражданин Российской Федерации, будем подчеркивать этот момент. Являлся гражданином Российской Федерации, ночь на 26-го, ночь на 27 ноября 2014 года было покушение, совершил покушение на жизнь Махсуда Ибрагимова после того, что как бы с радостью, что он выжил, и, к сожалению, для Рахмонова, что он выжил. Вот. Дело в том, что там же был прямой посыл, и даже перед тем, как они хотели убить его, слава Всевышнего, что не сработали их оружие, и они решили убить его как бы ножевое ранение, 6 ножевое ранение в области сердца. Он выжил, и мы все знаем, для того, чтобы сейчас было понятно, действительно, в первую очередь, первые дни считали Махсуда Ибрагимова пострадавшим, были охрана вокруг его палата. Лично я сам не мог зайти туда. Сказали, что кто, так далее и тому подобное. Естественно, это органы Российской Федерации. Потом, в общем, как я объяснял, кем я являюсь, кто я, кто он, какой цель у меня. Естественно, не пустили меня. То есть у него была охрана, все на высшем уровне. После того, что как согласовали правительство Таджикистана с Российской Федерацией, я не знаю, как сказать, с отдельными чиновниками, или это было как с высшим руководящим силам, с кем это произошло, то есть договорились по поводу выдачи. И 21, если я не ошибаюсь, 21 января 2014 года он был похищен. И также, если память мне не изменяет, в прокуратура Преображенской области был лишен гражданства Махсуда Ибрагимова. Да, мы это все помним, и поэтому я вспомнил как раз о Махсуде Ибрагимове, так как он, чтобы вы не забывали, также был гражданином Российской Федерации. Также здесь можно вспомнить про Карумат Шарипова, который также защищал права и интересы трудовых мигрантов на территории Российской Федерации. И также было у него аннулировано гражданство, и также он был продан в руки властей Таджикистана. Спасибо вам. Я хотел бы чуть добавить одну эпизод из цирка, который Рахмон устроит против собственного народа. Где-то 2 месяца назад обращался ко мне один гражданин Таджикистана. Позвонил мне, говорит, вид такой-то, такой-то. Говорю, да. У него были трудности. Я говорю, хорошо, я готов с тобой встретиться, если гражданин Таджикистана. И наша политика всегда, если в чем-то есть у нас сила, в чем-то можем помочь, мы с удовольствием поможем. Ну, через 2-3 дня мы встретились с гражданином Таджикистана. Он бывший бизнесмен, который отобрали у него бизнес. Его сын обвиняет в соучастии в терроризме. Якобы этот гражданин Таджикистана
был в Сирии. Я говорю, хорошо, я тебе верю, но у тебя есть доказательства того, что вот это обвинение со стороны Таджикистана и копия есть, у тебя есть? Не говорю, хорошо, у меня есть, я говорю, забирай с собой. Забирай, мы встретились, я говорю, можно я ознакомлюсь с делами? Я хотя с этими делами, которые обвиняют собственных граждан, я с этим давно. Простите. Продолжайте. Я вас прошу не звонить мне на мессенджере WhatsApp. Документы привозят, я смотрю. Обвиняет одного сына этого же человека в соучастии в терроризме. Якобы он был в Сирии. И в то же время вставляет рядом фотография дочь этого человека, то есть сестры того же человека. Якобы вот этот человек, который находится в хиджабе, это ее жена. Понимаете? Обвиняет одного человека и другого, собственно, доча, якобы они муж и жена. В документах показано фамилия, имя, отчество, день рождения, кто является отец, кто мать. Тут ничего невозможно путать или перепутать, не знаю, что это делать. Потом я смотрю, уже я ознаком с обвинением нынешней власти Таджикистана, который всегда обвиняет собственный народ. Сейчас, к большим сожалениям, граждане Таджикистана везде, как говоришь, что я гражданин Таджикистана, тебя узнают или обвиняют тебя в их непонимании только террорист или экстремист. Независимо от того, что кто что говорит, даже ради, если ты высказываешь, как тебе, не критику даже, то, что происходит в Таджикистане, объективные высказывания, даже сказать, что вот пути решения того или иного проблемы, который у вас есть. Вот. Я буду завершать разговор, потому что уже... Да, наши гости, которые также, наверное, хотят высказаться, они уже кипишуют, говорят. Что этим я хотел сказать? То есть сейчас правительство Таджикистана дошло до того, что они даже не могут придумать что-то иного, другого. Даже собственного брата женят на собственной дочь, то есть сестры, ради того, чтобы они что-то добились. Вина в чем? Потому что вот ее сестра носила хиджаб. Это хиджаб, у нее есть борода, значит, оба они были в Сирии. А у них есть документ, то, что они никогда не пересекали границу Российской Федерации и тех стран, в которых они находятся. Я надеюсь, что наш народ наконец-то одумается и только увидит свое будущее, процветание будущее в свержении этой власти, этой диктаторской власти. Я больше иного дорога, пути я не вижу. Спасибо вам, если отнимал вас. Спасибо. Спасибо огромное за то, что стали гостем на нашем эфире, поделились своими мнениями, своими комментариями по поводу дела Иззат Омона, и не только дело Иззат Омона, так как это не первый случай, когда граждан, в первую очередь, надо подчеркивать этот момент каждый раз. Граждан России продают в руки какого-то диктатора. Ассаламу алейкум, брат. Будем на связи. Ждем вас в следующих наших эфирах.